объединяет в себя более 15 институтов, это и в различных направлениях. Это тоже финансирование, придерживаются всегда принципов исламского финансирования, это доверительные отношения. В этой корпорации есть такие организации, как GTI Holding, ИФК, а также есть благотворительный фонд «Иман» и юридические компании, получается, и направление туризм, логистика. То есть эти компании уже есть? Да, уже работают, уже зарегистрированы в Минюсте, уже свою деятельность успешно реализовывают в нашей республике. Все они также будут общаться с фондом? Обязательно. Кто финансирует, организует, финансирует этот форум, и кто в нем примет участие уже вот из заявленных, кто подтвердил свое участие? Это, наверное, вопрос господина. Да, Мурат Бей. Бисмилля рахман рахим. По поводу финансирования наш вот этот IBF форум, мы обычно привыкли, что форум это организованные государственные учреждения или какая-то большая организация, которая финансирует вот это. Мы обошли с этим все, поэтому все расходы, все финансирование вот это гостей, все это примет на себя корпорация Киби. А из госорганов, из других стран, кто вообще примет участие в этом форуме? Там до сих пор уже определились, которые дали согласие на участие, там бизнесмены из Саудовской Аравии, Королевской Саудовской Аравии, там 5 уже, организаций, которые уже дали согласие участвовать. Там еще мы сейчас ведем переговор, они дали согласие, что участвуют, но они еще не определили, кого посылают. Или там это Всемирные исламские лиги. Это, как вы знаете, даже Всемирный банк развития, Исламский банк развития, как вы знаете, один из самых больших банков в мире по капиталу, если читается. Вот он находится под этой организацией, Всемирной исламской лиги. Вот поэтому с ними сейчас или генеральный секретарь будет участвовать, или он кого-то послать, его заместитель, может быть. Мы ведем переговор с его превосходительством Абдуррахман Аз-Зайди. Это заместитель, генеральный секретарь Всемирный исламский банк. Еще есть один исламский банк из Саудовской Аравии, который тоже дали согласие. Это Саудовский банк Инма. Это тоже дали согласие. Еще из Бахрейн, там есть доктор Абдуллах Мухсин, тоже он дал согласие, это будет участвовать. Это из организации, которая занимается учреждением Всемирный исламский банк. Сейчас, как мы знаем, в разных странах появились исламские банки. А эти исламские банки, они не все работают по исламской шариате. Поэтому создавалась одна организация, это в Бахрейне, называется, сейчас, это типа как аудитор, который ведет бухгалтерские аудиты. И самое главное, это она проверит, насколько эти исламские банки или эти исламские фонды работают по принципу шариата. Вот эта организация тоже будет представлять, их будет представлять один человек, который как раз будет тоже участвовать в нашем форуме. Это называется, я по-русски, может, неправильно говорю, это бухгалтерские, аудиторские организации исламских финансовых учреждений. По-английски это AAOIFF.
Это такая организация находится в Бахрейне. Сейчас в нее входит около 500 исламских финансовых организаций. А с кыргызской стороны бизнесмены или государственные органы? Да, от кыргызской стороны это наши партнеры, получается, правительство Кыргызской Республики, Кабинет министров Жогорку Кеңеш Кыргызской Республики, а также профильные министерства. Они тоже являются соорганизатором этого форума. Это также и торгово-промышленная палата Кыргызской Республики и агентство по привлечению инвестиций. Договоренность с ними уже достигнута. Они готовы сотрудничать. Да. У меня можно, да, вопрос? Да. Помимо этого, представительство арабского бизнеса вообще это, с исламской формой это финансирование. Будут ли представлять какие-то компании, которые из Африки, из Азии, тоже с исламскими принципами? Или это только чисто касается арабский бизнес и Кыргызстана? Ну, мы, в частности, акцентируемся на страны Персидского залива, да? Да, потому что они являются пионерами в развитии исламского финансирования. Но сейчас в Кыргызстане исламское финансирование, оно новое явление в экономике Кыргызстана, и она очень даже, можно сказать, быстро развивающаяся. Это кардинально отличается от привычной действующей системы кредитования, системы займов. Да, она очень сильно отличается. В основном в основе исламских принципов лежит доверие. И очень мизерные проценты получаются. Вы говорите, что исламское финансирование у нас не развито в Кыргызстане. У нас уже есть банки, которые давно работают якобы по исламским принципам. Чем отличается их исламский принцип финансирования и ваш? Вот поэтому мы организовали этот форум, чтобы показать как раз в нее эти резолюции, которые будут после этого форума, как раз и будут определено точно, поставить точку на «и». Потому что, к сожалению, это не только в Киргизии. И в России, и в другие арабские страны, в Египте, например, там в Марокко, в Египте, тоже появились такие исламские, так называемые исламские банки. Но, к сожалению, они не следуют в принципе шариата. Они не 100% исламские. Вот поэтому мы организовали этот форум, это первое, что поставили эти границы, которые нельзя обходить. И поэтому приглашали такие организации, которые как раз это дают лицензии для исламских банков и исламских учреждений, которые работают на финансовые, на бизнес, на инвестиции. Вот это. А как можно это объяснить? Это, конечно, я не могу объяснить в двух словах, потому что это нужно целые лекции читать. Там разница между, например, исламской инвестицией или исламской банкинг и обычный, который мы знаем, который там на процентов и так далее. Как мы знаем, все знают, что в исламской системе банкинга там нету процентов, например, исполнения. Но есть другие операции, которые за него и банк зарабатывает деньги, не, как говорится, не жертвует в этот, например, клиентов. Потому что система, которую мы знаем, там много клиентов страдает от этого. А в исламский банк этого нету, потому что она включается в какой-то проект вместе с клиентом. Если это выиграет, например, доход для такой проекта это получается, они будут разделять. Поначалу они договорятся, какой процент, это зависит, кто там больше вложил деньги. А если убытки, если, например, там у них не получится, тогда они будут разделять то же самое, это убытки. А так еще есть другие, которые дают кредит, называется карт хасан. Это по исламскому банкингу. Это без процентов. Но они ему дают, например, на тот, который они знают, что он вернут его. Например, дают там, скажем, $10 миллионов,
в течение 5 лет он вернет эти 10 миллионов долларов, не добавляет ни копейки или меньше. Или так. Вот это работает система исламских банков. Это приблизительно вот такое. Кредиты без процентов. Кредиты без процентов. Вот это кредиты без процентов. Займы, получается. Как это кредит без процента, а какой плюс тогда банку? Ну, вот такой пример я приведу. Например, если я вот ручку, да, например, вам продаю, вот она стоит 10 сомов, я ее купил за 10 сомов, я вам буду продавать по 20 сомов, это уже противоречит исламскому принципу, потому что я не произвел эту ручку, я просто вот откуда-то взял и вам продаю. Ну, мы должны это все по справедливости. Извиняюсь, Да. если вот по поводу, как работает, который дает кредит, беспроцентный кредит. Как они, например, эти банки заработают? Они большинство их деньги заработают через проект, который инвестируют. А как инвестируют, я объяснил. Они участвуют в этот проект и там разделяют это процент. Прибыль, да. Разделяют прибыль с этим проектом, который это делали. А вот эти, обычно, вот это карт хасан, почему хасан, это по-арабски, это хороший как кредит, это обычно дают такие организации благотворительности или люди, которые попали в какой-то трудности, что они, это как будто благотворительность от этого банка, потому что они не занимаются просто вот это. А у них еще другие системы, там есть, называется вадиа. Вадиа это когда, например, богатый человек, например, это очень развито в Саудовской Аравии. Люди, у них деньги. И их поставят, например, в обычный банк, там будет процент за них. Они не берут эти проценты. Если банки, которые не исламские. А в исламские они поставят эти деньги, им нужно, скажут, они будут их трогать в течение 10 лет. Но они дают разрешение, что банк использовал вот это вадиа в какой-то проекте. Но если банк проиграл, потому что это он не дал деньги для того, чтобы использовать это в инвестиции. Он их просто хотел сохранять там. И банк она может использовать эти деньги. Если она проигрывает, его деньги остаются как есть, они не проигрывают. Но если выиграет, например, в этот проекте, который, он получает от этого какой-то процент. Это все зависит от первой анкеты, которая заполнена. Хочет он участвовать или не хочет, дают разрешение, не дают разрешение. Вот такие они зарабатывают деньги, вот это исламский банк. Это про исламский банк, это отдельно. А система инвестиций по-исламски, это то же самое такое. Потому что есть, например, сейчас приедет, ну, скажем, какой-то европейский, он говорит, я буду инвестировать, например, деревни, туристические деревни в Айсикуль, например, да? Ну, он поставит, например, сразу, в начале, не знает, сколько это будет и так далее, поставит, что у него должен получать 70% от дохода вот этой деревни, а 30% от этого. Не зная там, как будет эта реализация и так далее. А в исламский банк нет. Они разделяют только, когда уже появляется вот этот доход. Разделяют его, а договоренность, как они договорились. И потом он если дают эти деньги, никакой процент. У них всегда есть процент. Они даже не знают, это получается или нет, но у него он свою гарантированный этот процент. А это вреда тот, кто использует вот это. Это приблизительно, может, я неправильно по-русски объяснил, но вот приблизительно вот такое это. Ну, на доверительной основе идет финансирование. Да. Вот поэтому мы вас приглашаем на вот это. Будут много таких обсуждений и будут лекция, которые это говорят, специалисты, люди, они лучше объясняют вот эту ситуацию. Да. Вопрос дополняющий к Европе. Можно ли тогда понимать, что с внедрением вот этой системы исламской инструмента финансирования, это постепенно сведет на нет банковскую систему? Можно ли это так? Нынешнюю, присутствующую банковскую систему.
Еще раз не слышал. Он говорит, если вот сейчас исламское финансирование войдет, а вот остальные банки в каком положении будут, да, в Кыргызстане, которые работают Не, а коммерческие? почему? Как и все страны другие, где работают, даже европейцы, сейчас в Англии около 5 или 6 исламских банков. Никакой проблемы. Это будет современный, как говорится, финансовая система. Даже некоторых банков, которые они не исламские, открыли такие коммерческие банки, которые открыли какие-то филиалы, которые работают с мусульманами без этого. Проблем никакой не будет. Вот и второй мой вопрос, наверное, дополнил вопрос коллеги. Почему именно Кыргызстан? Чем Кыргызстан интересен для инвесторов? Потому что мы знаем, что инвестиции арабским странам, исламские, да, здесь в Кыргызстан очень мало. Сравнить даже с соседями, Казахстан, например. Ну да, может Казахстан, у них больше возможностей финансовых, чем Кыргызстан, но что есть в Кыргызстане, особенно вот природа, что-то, место, оно лучше, чем, например, Узбекистан, другие страны, да? Но здесь очень мало эта инвестиция. Это связано в том, что не знает. Большинство бизнесменов Арабии, мы когда поехали в месяце ноябрь, мы сделали все вот это на 3 арабские страны, некоторых они не знают, они думают, что Киргизия это автономный в России, как Татарстан и Башкортостан. К сожалению, есть такие люди. Вот и много инвесторов, сейчас, как вы знаете, после вот этой войны и так далее, ситуация изменилась. И много арабов боятся, у них там будут проблемы, как у российские олигархи, которые потом заморожили их активы, да. Они много потихоньку вот эти деньги у себя. Но, как вы знаете, вот эти активы, когда они будут просто так без инвестиций, это может кризис. В любой момент они могут потерять вот это. Поэтому они очень сейчас хотят инвестировать вот это. Просто надо организовать здесь и сделать такие законы, которые охраняют, которые защищают международных инвесторов. Не только даже здесь мы не говорим о исламском, а делать такой закон, который их защищает. Почему много инвесторов придет здесь, а потом идет в Казахстан? Сейчас даже Узбекистан уже развивает в инвестиции. Вот недавно приехал президент Узбекистана в Саудовской Аравии, получили для центральные банки большие суммы, которые дают без процентов, без ничего. И поэтому мы концентрировали нашу работу с этими странами, во-первых, потому что большинство их системы, банковской системы, это исламские. Им ничего не нужно там поменять, это почти они, большинство из них работают. Там тоже есть другие, если кто там боится, что там говорят, если появляются исламские банки, там будут конкурировать. Нет, вот в Саудовской Аравии есть и то, и другое. И проблем нет, они живут нормально. Это зависит от народа, кто что хочет. Вот сами жители, они будут видеть, что им выгодно. И есть, которые, может, кто-то выгодно положить деньги с процентами и жить на него, с другим, который не исламский. А есть, которые хотят наоборот, по-другому. Или для того, чтобы получить какой-то то же самое беспроцентный кредит. Вот это зависит уже от другой. Да. Очень много вопросов задают по поводу инвестиций в бизнес. То есть наши кыргызские бизнесмены, многие заинтересованы в инвестировании с вашей стороны. Какие вообще направления бизнеса вы готовы финансировать? Какие суммы максимально, минимально? Территориальность бизнеса, все это зависит? Зависит только от халяльности. Если она соответствует всем нормам халяля, например, то финансирование... В основном это развитие туризма, развитие швейного производства. То есть это не алкоголь, не табачные изделия, не кафе, не ночные клубы. Да, у нас есть... В основном это производство. Ага, спасибо за вопрос. У нас есть вот специальная организация, которая вот собирает все проекты. Может любой бизнесмен, хоть начинающий, обращаться в компанию. Мы на форуме даже вот будем презентовать эту компанию.
которая собирает все вот проекты и уже передает инвесторам, получается. И инвесторы уже определяют, они стоит ли вкладываться и какую. В первую очередь здесь идет, чтобы не было накладно для самого предпринимателя. Здесь финансирование, как вы знаете, исламское финансирование это доверительное. Инвестор доверяет предпринимателю. И, как уже было ранее озвучено, делят прибыль пополам и убытки, если вдруг случится, на убыток пойдет предприятие, тоже делят пополам. Как называется организация? LAC Company называется, а также называется Который сейчас... собирает, Да, да. это есть IDFCA, EDFK, Да, да, так говорю. Вот это Исламский Development Fund for Central Asia, Исламский фонд развития в Центральной Азии. Центральной Азии. Вот это как раз он занимается. Он потому что потом будет как гарант для инвестора, что вот это, например, то, у кого есть проект, это не обман, это такой вот. Вот он как раз, если у кого есть проект, может к нему это обращаться. Могут обращаться по... Это мы потом оставим номера, могут обращаться. И, А он выходит в Киби тоже, Да, вот да, это, EDFK. Да, можно, да, потом запустим. Да, да, да. Конечно. И есть еще вопросы? Если нет вопросов... Форум планируется на 2 дня. Да, двухдневный форум, это 13-14 марта. То есть все могут принять участие, Ну, надо аккредитоваться, потому что мы тоже должны знать, какие организации хотят принимать участие. Вот это первостепенно идет аккредитация. Аккредитацию принять участие бизнесмены, физические лица. Как, куда им обращаться, чтобы аккредитоваться? тоже могут, вот у нас будет, сейчас в соцсетях есть страничка, можно туда писать, можно там же получить номера. Мы потом, если кто заинтересован, можем оставить эти координаты. Мамлекеттик тилде суроо бере берсеңиздер, мен жооп бере берем. Мына жакынкы арада 13-14 мартта Кыргыз Республикасында чоң бизнес форум өтөт. Ислам принциптери жана ошондой эле исламдык каржылоону багыттары боюнча бул 2 күндүк форумду болсо негизги уюштуруучусу болуп Киби корпорациясы өткөзөт. Бул болсо Ислам инвестиция жана бизнес корпорациясы болуп эсептелет. Бул багытта биздин өнөктөштөрүбүз бул Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети, жогорку кеңеш жана ошондой эле тармактык министрликтер. Мындан сырткары дагы азыр айтам, Соода өнөр жай палатасынын да бизге жардам берип атышат ушуну уюштурууга. Бул жерде болсо Сауд Арабиясынын өлкөлөрүнүн дагы өкүлдөрү келишет. Бул биздин баягы максаты ислам каржылоону өнүктүрүү. Кыргыз Централь Борбор Азияда жана Кыргызстандын ичинде ошол ислам каржылоосун өнүктүрүү. Ислам каржылоосу бул деген жаңы, мындай айтканда, финансылык инструмент болуп эсептелет. Бат өнүгүп аткан, өтө тез өнүгүп аткан. Бул жерде болсо ислам каржылоонун негизги принциптери баары халал болуш керек жана ошондой эле бири-бирине ишеним аркылуу. Канчалык ишеним болуп, анан кийин баягы карыз алган кишини дагы кыйналбоодой кылып баягы акчасын кайтарып бергендей да. Алар мисалы үчүн биякта банк аларга өнөктөш болуп кирет. Силер бизнес жүргүзүп аткан ишкер келип, мен ушундай ишим бар, ушул ишти колдоп бергиле дегенде, ал жерге банк өнөктөш болуп кирет. Өнөктөштүктөн алар пайданы тең бөлүшөт.
эгер болсо алар банкрот болуп же башка бир жагдайлар болуп калса, аны да экиге бөлүшөт да. Бул жерде болсо тиги ошол ишкер да кыйналбагандай шарттар түзүп беришет.